Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. Мусор, сломанные камеры на здании драмтеатра, препятствия работе журналистов. Оппозиционным силам не удалось взять штурмом комплекс правительственных зданий. На сайте футбольного клуба ЦСКА стартовало голосование за лучшего игрока в сезоне 2021. В числе первых претендентов наши соотечественницы Эльвира Тодуа. В Абхазии началась продажа ели. В основном они искусственные. Живых елей немного и все привозные. 21 декабря в Сухуми состоялся несанкционированный митинг представителей оппозиционных движений. Протестная акция продолжалась более 9 часов. Митинг перерос в массовые беспорядки. О том, как это было, расскажет Гугут Савардания. К 2 часам дня у здания Абхазского драмтеатра стали собираться представители оппозиции и их сторонники. Наши журналисты пытались выяснить требования митингующих, однако четко сформулированные мысли не услышали. Мы здесь собрались, во-первых, на территории Абхазии, рядом с братьями, поговорить мирно с товарищем президентом, с премьер-министром. Почему за 2 года ни одной чайной фабрики не сделали? Ближе к вечеру один из представителей оппозиции, Кан Кварджия, призвал митингующих двигаться от площади драмтеатра к зданию парламента. После этого призыва ситуация начала накаляться. С этого момента митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий. Стали слышны выстрелы. Местами поджигали костры, разбивали окна в автобусе, раскачивали его. Митингующие прозвали это действо штурмом автобуса. На этих кадрах хорошо видно, как силовики пытаются остановить происходящее. В процессе съемок пострадала наша съемочная группа. Работе журналистов всячески препятствовали. Кому-то из сотрудников абхазского телевидения удалось увернуться. Другие подверглись физическому давлению. Сломана техника. Полностью специальный репортаж Гугут Савардания смотрите сразу после новостей. Во вторник поздно вечером, после завершения акции протеста оппозиционных сил, президент Асламжания, премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхаз Квицыня вышли к сотрудникам правоохранительных органов и всем собравшимся у президентской администрации. Асламжания поблагодарил граждан за поддержку, а сотрудников правоохранительных органов за предотвращение наихудшего варианта событий в этот день. Александр Анкваб со своей стороны также выразил слова благодарности силовикам за их терпение и бесстрашие. Руководитель администрации президента Алхаз Квицыня отметил, что все собравшиеся у драмтеатра один народ, но могут быть и те, кто пытались реализовать свои нехорошие замыслы, используя доверие людей. Поэтому нам нужно объединиться и противостоять противоправным действиям. Законы государства не могут существовать отдельно, сказал Квицыня. Руководители силовых структур Абхазии сделали заявление по поводу состоявшегося 21 декабря в Сухуми несанкционированного митинга представителей оппозиционных движений, объединенных в Народно-патриотический союз Абхазии. Как отмечается в заявлении, митинг поначалу носил мирный характер, пока в его ход не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации Айдгалара Каном Кварджия. С этого момента, как подчеркивается в заявлении, митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий. В процессе незаконных действий получил телесные повреждения журналист. Нанесен ущерб государственному имуществу, масштабы которого определят правоохранительные органы. В том числе будет дана правовая оценка действиям организаторов массовых беспорядков. Органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий. Руководство республики, как и ранее, не отрицает наличие определенных проблем в сфере экономики, социальной политики, отсутствие активного процесса реформ, в том числе в области государственного управления. Однако осуществление данных реформ зависит не только от исполнительной ветви власти, но и от законодательной. При этом исполнительная власть исходит из мирового опыта, а он свидетельствует, что осуществление каких-либо масштабных преобразований в сфере государственного управления невозможно в течение неполных 2 лет. Поэтому власть считает, что претензии представителей оппозиционных движений не объективны. Особенно с учетом того факта, что нынешние оппоненты власти
долгие годы сами управляли государством, но не сумели проявить сколько-нибудь значимых инициатив, тем более в их реализации. Президент и правительство Республики Абхазия еще раз подтверждают свою готовность к конструктивному диалогу по всему спектру жизненно важных для абхазского государства вопросов. Неизменным при этом остается твердое убеждение в том, что любые дискуссии не должны выходить за рамки национального законодательства, не должны угрожать стабильности в стране, жизни и здоровью граждан, подчеркивается в заявлении руководителей силовых структур. Заявление подписали генпрокурор Абхазии Адгур Агарба, министр внутренних дел Вальтер Бутба и председатель службы госбезопасности Роберт Киот. Сотрудники АГТРК выражают обеспокоенность в связи с агрессией, проявленной против наших журналистов, освещавших несанкционированный митинг оппозиции в Сухуми. Физическое воздействие, нецензурная брань, угрозы со стороны сторонников оппозиции создавали опасные условия работы при осуществлении сотрудниками АГТРК своих профессиональных обязанностей, срывали съемки. Коллектив АГТРК выражает протест против подобного отношения к сотрудникам, самоотверженно работающих на благо своей страны, каждый день и в будни, и в выходные, и в праздники. Надеемся, что факты, имевшие место в отношении наших журналистов 21 декабря, получат должную оценку со стороны общества и соответствующих государственных структур. Союз журналистов Абхазии заявляет решительный протест организаторам митинга оппозиции в связи с инцидентом со съемочной группой абхазского телевидения. Союз журналистов также выражает надежду, что факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия, повреждением их имущества будет расследован тщательным образом, а виновные понесут заслуженное наказание. Подобные действия неприемлемы, и никто не должен препятствовать работе журналистов, говорится в распространенном заявлении Народно-патриотического союза Абхазии. Представители диаспоры Абхазии, проживающие в Германии, выражают обеспокоенность ситуацией, сложившейся на родине. Об этом, в частности, отмечается в заявлении диаспоры. Мы обращаемся к нашим соотечественникам в Абхазии инициировать диалог и решать проблемы конституционным путем. Только совместными усилиями, привлекая лучшие и лучшие умы и ресурсы народа, его многочисленной диаспоры, возможно найти выход из любой кризисной ситуации, отмечается в заявлении. Московская абхазская диаспора крайне обеспокоена событиями, происходящими в Абхазии, и считает недопустимыми какие-либо призывы насильственной смене власти и решению государственных проблем неконституционными способами. Своим обращением диаспора призывает начать диалог и вернуть страну в правовое поле. Просит обратиться к цивилизованным формам общественно-политической деятельности, выдвигать кандидатов, демонстрировать четкие и ясные программы преобразований. Академическое сообщество призывает всех участников политических процессов сохранять благоразумие, мудрость, ответственность, отказаться от непродуманных действий и не допустить дестабилизации. Действия, призывающие народно несанкционированные митинги, не разряжают социальный климат в стране, а вызывают в обществе чувство нестабильности и тревоги. Единственный путь – это широкий диалог в рамках действующей Конституции, отмечается в заявлении Президиума Академии наук Абхазии. Проявить мудрость и стремление к взаимному сотрудничеству призывает и Общественная палата республики. Потомки не простят нам, если в столь сложный час, когда не стихает пандемия и ухудшение экономической ситуации во всем мире, мы не проявим здравомыслия и не найдем решения, которое принесет нам возможность сотрудничать для дальнейшего развития и безопасности Абхазии, говорится в заявлении Общественной палаты. Политические и общественные деятели Абхазии высказывают свое отношение к происходящим политическим процессам в республике. Вчера произошло событие очередное, которое опять-таки не красит нашу государственность и очередной раз подставляет ее под удар. Я надеюсь, что в данном случае наша власть и, в частности, правоохранительные органы дадут ответ нашим гражданам надлежащий, как они собираются дальше наводить порядок в этой стране, если останется безнаказанными те, кто провоцировал ситуацию. Это первое. Второе. Я должен сказать, что, конечно же, нам надо понимать, что надо работать с оппозицией. Надо работать с ними, надо встречаться с ними, надо выслушивать их
Это в обязательном порядке, и формы такие есть, и были предложены президентом, но заигрывать с оппозицией ни в коем случае нельзя. Я считаю, вот это заигрывание с партией Айтгалара привело к тому, что расслабились товарищи. Ну, этот результат был виден налицо. Это второй момент. Третий момент, о котором бы я хотел сказать. Надо власти активнее использовать эфир, в том числе и телевизионный. Вот 2 передачи, которые прошли по правоохранительной системе, по проблемам энергетики, по-моему, продемонстрировали всем тем, кто в состоянии понять и оценить, что происходит и что делается, что власть настроена на позитивную работу. Но мне кажется, тут есть один нюанс, который обязательно надо исправлять. Не ждать, пока оппозиция поднимет градус темы до небес, да? А самим активно выходить, вызывать оппонентов по тем вопросам, которые напрягают их и напрягают часть общества, по крайней мере, по их версии. Приглашать их на телевидение. То есть, хватит сидеть в засаде. Пора перейти в атаку, в хорошем смысле этого слова. Ну и самое главное, на мой взгляд, это мое видение. Почему вот так в последнее время шло по нарастающей нагнетание ситуации в парламенте, отдельными лидерами и так далее? Вы знаете, мне кажется, что первопричина, понимают ли это все те, кто нагнетал ситуацию или нет, но в том, что пошла настоящая борьба с преступностью, с криминалом. И мне кажется, вот это самое главное, что подкидывает многих из оппонентов на некие действия, в том числе и противоправные, на нагнетание ситуации в стране, общественно-политической, в сторону ее ухудшения. У меня такое чувство, потому что именно правоохранительная система – это та базовая система, в которой есть существенные успехи при всех проблемах, которые есть. Хотя бы то, что по тяжким и особо тяжким преступлениям сокращение практически в разы, то, что система правоохранительная стала оперативнее работать, да, в поисках тех, кто нарушает порядок, и последние примеры последних дней тому подтверждение. Мне кажется, это определенным образом напрягает тех, кто определенным образом повязан с криминалом. Я думаю, в этом одна из причин вот этого нагнетания. Но очень показательно, что столько нагнетали, а в итоге собрали-то людей не так много. И, конечно, надо работать с молодежью. Ответственность за поведение молодежи, конечно, и она несет. Это не дети 10-летние, 15-летние, да? Это уже взрослые люди, но несут те, кто их провоцировал. И я надеюсь, что эта ответственность для них наступит. Другого варианта у нас просто нет. Высказывания политиков и общественных деятелей Абхазии будут предложены вашему вниманию после новостей в рубрике «Мнение». И к другим темам. Народное собрание Абхазии на заседании сессии приняло решение об избрании членов Центральной избирательной комиссии Абхазии. Решением парламента в состав комиссии вошли Смыр Умар Сергеевич, Кварацхелия Наташа Константиновна, Шамбалаша Ливанович, Кварча Инна Нурьевна, Герия Роман Шотович, Бранза Иляс Лаврентьевич, Квиквискирь Вячеслав Евгеньевич и Ашуба Астамур Нукзарович. В формате видеоконференции прошла встреча между представителями Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии и МИД России. В ходе 8-го раунда двусторонних консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, связанных с работой молодых дипломатов двух стран. В частности, стороны обсудили возможность расширения участия абхазских дипломатов в различных международных молодежных мероприятиях, проводимых Советом молодых дипломатов МИД России. В нашей стране запрещена заготовка ели и пихты для проведения новогодних праздников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкваб. Также запрещен ввоз из России натуральной пихты без корневой системы. О том, как проходит работа по защите вечно зеленых растений в лесах Абхазии и какие нарушения уже выявлены, смотрите в нашем следующем репортаже. В преддверии Нового года на центральном рынке Сухума можно купить главный символ праздника – ель. Продавцы предлагают широкий выбор новогодних красавиц на любой вкус и кошелек. Пока в продаже в основном искусственные ели. Живых немного, и все они привозные. Кроме елей на рынке можно приобрести сосны и пихты.
Эти елки привозные, привезли с России. Ну, это живая елка из Дании. Двухметровая будет стоить где-то 15-16 тысяч. 1,70 м, около 10-12 тысяч. По 2000 вот такой вот сорт елок. Но это в России, это российские. В Абхазии запрещена самовольная вырубка новогодних деревьев. Тем не менее, какое-то их количество ежегодно продается из-под полы. Неделю назад в районе горы Мамзышха было задержано транспортное средство с 51 вырубленной елкой. Браконьеры были оштрафованы, а конфискованные деревья переданы дошкольным и школьным учреждениям. Совсем недавно произошел вопиющий случай. В Кадорском ущелье браконьеры вырубили аж 500 елок. Часть елок хотели спустить, и их поймали на посту. Задается закономерный вопрос, а каким образом они туда проехали? И какие намерения у них были? Дело будет пересылаться в прокуратуру, очевидно. Но для консультации мы, естественно, включимся в это дело. Но если состав преступления, оно классифицируется, если нанесенный ущерб превышает, условно говорю, определенной суммы, то за этим последует уголовное преследование. Если не превышает той критической точки, то будет административный штраф. По словам Савелия Читанава, пока в республике не будет собственного питомника по выращиванию хвойных деревьев, проблема браконьерской вырубки не решится. В этом году ко мне обратились ребята, хотят создать такой питомник по выращиванию только новогодних елок. Это было бы очень здорово. Понимаете, новогодние ели и пихты можно в среднем горном поясе на высоте от 500 метров и выше выращивать. Каждый продавец должен иметь сопроводительную документацию на ели, сосны и пихты. Если их нет, значит дерево вырублено браконьерским способом. За незаконную вырубку и торговлю вечнозелеными растениями на территории республики предусмотрен штраф до 3000 рублей. Будет доказана вина того или иного нарушителя, а доказано будет элементарно просто, но административный штраф, который законодательно позволительно, он небольшой. И потому не так активно воздействует на этих нарушителей. С 24-25 декабря Госкомитет совместно с милицией и экологической прокуратурой планирует проводить рейды по выявлению браконьеров. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. На сайте женского футбольного клуба ЦСКА проходит голосование за лучшего игрока в сезоне 2021 на сайте футбольного клуба ЦСКА. В голосовании участвует наша соотечественница, вратарь клуба ЦСКА и сборной России, мастер спорта России, международного класса Эльвира Тодуа. Чтобы поддержать нашу соотечественницу, необходимо зайти на официальный сайт женской футбольной команды ЦСКА и проголосовать. Кстати, ее имя в числе первых претендентов. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Одно ловкое движение руки, российская женская сборная становится чемпионом Европы по футболу. Это запись трансляции матчей России и Франции. Практически на последних секундах уроженка Абхазии, известный российский футболист Эльвира Тодуа, мастерски отбивает гол. Тяжелый, кропотливый труд, который нужно терпеть, и только трудоемкой работой, пахотой на поле и за ее пределами добиваются вот такие результаты. И действительно, таких результатов, как у Эльвиры Тодуа, может достичь только тот, кто трудится бесперерывно, всего себя отдавая спорту. Молодой голкипер сборной России с 2003 года дебютировала в товарищеской игре против Китая. Эльвира Тодуа – участница различных чемпионатов Европы по футболу среди женщин. На ее счету десятки отбитых голов и уже сотня матчей. Кстати, свой 100-й матч она вместе со своей сборной сыграла против Португалии. Если бы в начале карьеры тебе кто-то сказал, что 100-й матч придется на тот, который выведет тебя на Евро, ты сыграешь его на 0, что бы ты подумала? Я в том возрасте не думала, я очень рада, и мой 100-й матч только от этого стал краше. Краше, ярче и смелее становится на поле во время ее ловких и проворных движений. Игра этой девушки ломает известный стереотип о том, что футбол не женский вид спорта. Стереотип о том, что девушка должна вот это, грубо говоря, как ты девушка, иди борщи вари. Вот где-то, наверное, с этой точки зрения. Но я думаю, что в скором времени и в России уже
И дай бог в Абхазии к этому придут и поймут, что это просто вид спорта. И человек вправе выбирать то, что ему нравится. Эльвира выбрала и не ошиблась, и родители ее поддержали, несмотря на то, что ее мама, будучи балериной, хотела, чтобы дочь занималась танцами. Кстати, Эльвира родилась и выросла в городе Ткварчал. Домой приезжать получается редко, говорит спортсменка, но она очень скучает по родине. У нее даже тату в виде карты Абхазии на руке. Татуировка картой Абхазии. Это первое, о чем я помню, и я очень горжусь, что я родилась в Абхазии. У меня там родители, родственники, бабушки, дедушки, дяди, тети, поэтому очень хочется побольше времени, чтобы приезжать домой. Эльвира играла даже в мужской команде за сборную Абхазии. Это был товарищеский матч с командой Кубани. 15 или 20 минут стадион стоя хлопал, и мне мой друг Беслан Губли, кстати, у нас в России в многих клубах играл, вот, и Беслан Аджинджал, его брат Русик, вот, он тоже, он говорит, такое ощущение, говорит, было, как будто, говорит, Месси вышел. Но, и что самое еще интересное, я вышла, мы проигрывали 1-0, мы тут же сравняли, а потом у меня было несколько удачных действий, я вышла даже с какого-то стандарта, с фланга на выходе, вынесла вперед, и мы забили второй, и команда Республики Абхазия выиграла. Мы связались с Эльвирой по телефону. В данный момент у молодой спортсменки отдых, а потом в январе снова сборы. Впереди следующий чемпионат России. После Нового года будет предвкушение уже боевого настроя на следующий сезон. На родину когда планируете? Ну, вы знаете, вот вообще очень хочу, но постоянно какие-то моменты возникают, которые здесь приходится по месту решать, и не получается туда поехать. Плюс я собиралась, когда ковидные самые первые ограничения наступили, локдаун, когда нас закрывали. Вот, были еще из-за этого проблемы на въезд, потому что у нас Федерация футбола в России нас очень сильно ограничивает на перемещение, на массовые посещения. Вот, поэтому приходилось сидеть на месте. Вот сейчас полегче с этим будет. Ну, дай бог, на следующий год найду времечко вырваться, приехать. Так очень хочется. Бабушки, дедушки, тети, дяди, родственников всех хочется повидать. Сейчас Эльвира борется за звание лучшего игрока 2021 года. Чтобы поддержать нашу соотечественницу, необходимо зайти на официальный сайт женского футбольного клуба ЦСКА и проголосовать за нее. Кстати, ее имя в числе первых претендентов. Хочу сказать большое спасибо гражданам Республики Абхазия, моей любимой республики. Да. Голосование за лучшего игрока на сайте футбольного клуба ЦСКА продлится до 24 декабря. Кугут Савардания, Абхазское телевидение. В четверг, 23 декабря, часть Сухума останется без воды с 0 до 15 часов, сообщает водоканал. Подача воды будет остановлена из-за ремонта стального напорного водовода на насосной станции номер 4. Останутся без воды Новый район, Старый поселок, улица Эшба, район Колоса, улица Дыгейская, район вокзала и Вия. Отмечается, что на верхних этажах домов в центре города также может не быть воды. В связи с похолоданием и связанной с ним вероятностью выпадения снега и образованию гололедных явлений, МЧС Республики Абхазия предупреждает граждан страны о необходимости соблюдения правил безопасности. Следует по возможности воздержаться от выездов на дальние расстояния и особенно в горные районы республики. А сейчас о погоде в четверг. По сообщению Гидрометцентра, 23 декабря в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами кратковременный дождь со снегом, в предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 3+1, днем +1,6. Температура морской воды +12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.